кое-что понял. Понял, почему в исламе положено молиться 5 раз в день. Иногда мы думаем, зачем Богу наши молитвы? Нет, ему они не нужны. Но если не молиться, душа умрет от голода. Душа здесь, и, как и весь организм, ее надо кормить, чтобы она жила. Но ей не нужна ни вода, ни апельсиновый сок, ни мясо. Ей нужно другое — связь с Господом. И 5 молитв в день — пища для души. Если этого не делать, она умрет от голода. Вот что я тогда чувствовал, особенно в Мекке. Словно ощущаешь присутствие ангелов. Такие были эмоции. Каково было ступить на ту же землю, по которой ходил пророк Мухаммад? Иногда мерещилось, будто пророк Мухаммад где-то рядом, прямо за углом. Смотришь на холмы Сафа и Марва, на которые нужно взойти, когда ты в Мекке, и вспоминаешь момент, как пророк Мухаммад представил людям ислам и как они себя повели, будто проживаешь историю ислама. Что больше всего ислам изменил в вашей жизни? Каким Марсель был до принятия ислама и каким стал после? Все просто. Это особое спокойствие и тепло в сердце от того, что знаешь, зачем живешь. Это главное изменение. И последний вопрос. Что бы вы сказали всем не-мусульманам, будь у вас такая возможность? Всем не-мусульманам на свете я бы процитировал Коран. Неужели вы полагали, что мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к нам? Загляните к себе в душу. Мне кажется, вы поймете, что Бог один, и Он бы не создал Вселенную вот так просто. За этим что-то стоит. Отправляйтесь на поиски первопричин, что за этой Вселенной.